Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. 37 беженцев из Донбасса, находившиеся в республике с 24 февраля, отбыли на родину. В Государственной филармонии прошел благотворительный концерт, посвященный поддержке спецоперации на Украине, 8-летию со дня принятия в состав России, Республики Крым и города Севастополь. Наблюдается ли в Абхазии дефицит медикаментов и как меняются цены на лекарства? Торгово-промышленной палате Абхазии исполнилось 20 лет. В Сухуми прошел торжественный вечер, посвященный юбилейной дате. За большие заслуги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, высокий профессионализм указом президента Абхазии Аслана Бжания, орденом Ахтзапша 3-й степени награждены Индира Арсалия, главный врач Гагарской районной больницы, Астамур Гуня, исполняющий обязанности главного врача Сухумской городской инфекционной больницы, Лали Гаргулия, главный врач Скворчалской ЦРБ, Дамей Зантария, врач-анестезиолог, реаниматолог, исполняющий обязанности заведующего реанимационным отделением Сухумской городской инфекционной больницы, Мадонна Кишмария, главный врач Учимчирской ЦРБ, Андрей Кайтан, исполняющий обязанности заведующего инфекционным отделением Гудаузской центральной районной больницы, Алиса Матуа, заместитель директора по научной работе, заведующая научной лабораторией иммунологии и вирусологии НИИПИД Академии наук Абхазии, Эльвира Царгуш, исполняющая обязанности заведующего терапевтическим отделением Гудаузской районной больницы. Указом Аслана Бжания Беслан Халваш освобожден от должности председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию в связи с избранием депутатом Народного собрания. Следующим указом глава государства назначил на эту должность Роланда Берулава. 37 беженцев из Донбасса, находившиеся в республике с 24 февраля до 18 марта, отбыли на родину. 34 человека в Луганскую Народную Республику и 3 в ДНР. Беженцы были отправлены на поезде. Билеты куплены руководством Абхазии. В Каменск-Шахтинске их будет ждать автобус представителей МЧС ЛНР. В Луганск у нас немножечко там наладилась обстановка, пооткрывались предприятия, детские сады, школы, и поэтому уезжаем, потому что нужно многим на работу уже. Я здесь, к сожалению, одна. У меня там остались близкие: мама, брат, сестра, муж воюет. Спасибо огромное всему городу Сухум за поддержку, за помощь в тяжелую минуту. Оказали руку помощи, за чуткость, отзывчивость. Благодарны администрации также города Сухум и отелю «Айтар», всем сотрудникам. Приняли как родных. Очень приятно на самом деле. Абхазия, мы просто влюблены. А со мной моих 3 деток, мы приехали, да, 3 маленьких. Ну, вообще у нас в нашей группе у всех практически по 2 деток, все с детками, женщины. Едем сейчас мы, в Луганск. На поезде, потом мы пересаживаемся, и там уже наше министерство чрезвычайных ситуаций нас заберет. У нас от Луганска линию фронта наши ребята отодвинули чуть-чуть, и поэтому относительно безопасно. Супруг остался, родителям, все там. Здесь нас встретили замечательно, мы не устаем благодарить. Очень хороший, теплый прием, нас облюбили со всех сторон, обогрели. Мы успокоились, отдохнули, детки оздоровились, так что все замечательно. Мне хорошо, очень нравится, здесь классно очень. А что тебе больше всего тут понравилось? Да, даже не могу выбрать, все нравится. Добровольцы из Абхазии находятся вместе с народом ДНР, сражаясь за свободу и независимость Донецкой Народной Республики. Один из наших бойцов, Сурам Цулая, прислал видеообращение, которое сейчас мы предлагаем вашему вниманию. Идет война. Конечно, ситуация здесь одна из сложных. Почему мы сегодня здесь находимся, граждане Республики Абхазия? Это с целью того, чтобы здесь царил на сегодняшний день мир, чтобы здесь было спокойствие. Это рука помощи между нами и соседями. Мы посчитали правильным
приехать, значит, сюда, стать в ряды донецких вооруженных сил. Есть такое подразделение, называется «Пятнашкой». Вот в данный момент мы, значит, в этом подразделении находимся, держим обороны. 15 числа был такой случай, когда на наш пост напали украинские военные, после чего завязалась перестрелка. И один из наших бойцов погиб в этой перестрелке. Его звали Рябинин Артем, позывной «Шах». Мои родные, да, с Бог встретимся. Если пришлю видео, значит встретились. Начинается атака. Это мой прикрывающий, мы друг друга с ним. Работаем. Шах. Шах позывной. Был замечательным человеком, прекрасным братом, другом по оружию. Все, конечно, скорбим. Сегодня у нас прощание. Здесь у нас на базе. Будем прощаться с ним. Последнее, что он сказал перед смертью, это то, что просьба его была такова, что повезите меня в Абхазию, развейте мой прах на Черном море в Республике Абхазия. Отсюда мы... Держите, вот туда один смотрим, другой вот в дальний окоп отсюда смотрим. Своим мнением о ситуации на Украине поделился в интервью нашей программе директор ЦСИ Олег Доменя. На Украине сегодня фактически решается судьба России, и не только России, и наша судьба тоже. Более того, решается судьба человечества. Это не та война, которая нам знакома. Это не та война, это совершенно другая война. Воюет здесь не просто Украина и Россия. Война идет между Россией и Соединенными Штатами Америки. Запад воюет руками Украины против России. Дело-то в том, что проект о борьбе против Советского Союза, этот проект разрабатывался уже с 1945 года. А в начале 90-х годов мы с вами хорошо знаем, что Запад приступил к реализации этого проекта. Был упразднен второй блок, Варшавский договор, был разрушен Советский Союз. Советский Союз сам по себе не распался, он был разрушен. И это всем хорошо известно, и нам тоже в том числе. Но Запад на этом не остановился, он свой проект дальше продолжает. Этот проект направлен на продвижение НАТО на восток, на овладение ресурсами. Этот проект направлен на установление на планете единого центра управления. Запад, Соединенные Штаты Америки от этого не отказались и не отказываются. Они считают единственной страной в мире, которая имеет право управлять всеми. И вот сейчас идет, фактически идет война за то, чтобы либо остановить процесс глобализации мира, движение НАТО на восток, либо же Соединенные Штаты продвинутся дальше. И если они будут двигаться дальше, теперь представим мы себе свое положение, в каком положении мы можем оказаться. Мы на пороге Третьей мировой войны. Мы на пороге ядерной войны. Ведь обратите внимание, что происходит в мире. Значит, производство ядерного оружия запрещено. А Украине разрешалось подпольно. И Украина не скрывает о том, что она собирается и может и должна использовать ядерное оружие против России. Вот о чем идет речь. Речь идет также об использовании биологического оружия. С этим мы не знакомы. С ядерным оружием мы не знакомы. Значит, нас ожидают серьезные потрясения в мире. Это не может не сказаться. Это в сфере экономики, это в сфере информационного пространства. Вы обратите внимание вообще, как после Второй мировой войны вновь возродился нацизм.
А как теперь изменить сознание людей? Значит, их задача состоит в истреблении славянской расы в лице русских. Россия пошла на этот шаг, потому что другого выхода не было у нее. Ведь натовские вооруженные силы, они вплотную подошли к российским границам. Они же продвигались. А вы обратите внимание, значит, вот это движение НАТО на восток. Какие трагедии, какие разрушения произошли. Не только Советский Союз был разрушен. Обратите внимание, что происходило на территории государств Северной Африки, Ближнего Востока. Все вот эти войны, информационные, кибератаки и прочее, изменение психологии людей. Откуда появились вот эти, скажем, эти ИГИЛ и прочее. Все они финансируются западными структурами. 8 лет, значит, на Донбассе шла война. Людей убивали, детей убивали, стариков убивали. Значит, переговоры, вот дипломатический потенциал был полностью исчерпан. У России не оставалось ничего, кроме как действовать силой. Что мы сегодня и наблюдаем. В Государственной филармонии прошел благотворительный концерт, посвященный поддержке спецоперации на Украине и 8-летию со дня подписания договора о принятии в состав России Республики Крым и города Севастополь. В концерте приняла участие заслуженная артистка России Ольга Кормухина. На мероприятии присутствовали вице-президент Бадра Гунба, члены правительства и общественность. Репортаж Алины Халваш. 18 марта жители Республики Крым празднуют 8-летие возвращения Крыма и Севастополя под юрисдикцию Российской Федерации. Мероприятия, посвященные этому событию, проходят по всей России, в этом году и в нашей стране. Сегодня мы отмечаем 8-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Возвращение Крыма в свой родной дом показало всему миру единство и сплоченность российского народа. События тех дней стали восстановлением исторической справедливости. Решение о статусе Крыма было принято 8 лет назад по результатам референдума, когда почти 100% населения республики проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. История Крыма во многом похожа с историей Абхазии, отметил в своем выступлении временно поверенный в делах Российской Федерации в Абхазии Максим Литвинов. Крым в 1954 году, точно так же, как Абхазия за 23 года до этого, был незаконно, против воли его народа, включен в состав другой республики. Плоды этих волюнтаристских решений двух всем известных руководителей Советского Союза мы пожинаем до сих пор. Слава Богу, события 2014 года в Крыму обошлись без жертв. В этом заслуга самих крымчан, а главное России, которая пришла им на помощь в критический момент, когда определялось будущее полуострова и его народа. На благотворительном концерте выступили абхазские исполнители Тимур Тани, Артур Лакарба, певица Мана, Гоча Пачуля, Сатика Кубава. Главными гостями мероприятия стали заслуженная артистка России Ольга Кормухина и рок-музыкант Алексей Белов. После концерта Ольга Кормухина поделилась впечатлениями об Абхазии. На самом деле абхазский народ мы знаем давно. И сегодня лишний раз убедились в его гостеприимности, в его широте души, в его музыкальности, в его культуре. И, конечно же, в его верности и надежности, и в мужестве. Заместитель главы администрации столицы Автандил Цурманидзе отметил, что это не первая акция в поддержку спецоперации России на Украине. Сегодня день вхождения Крыма в Российскую Федерацию, этот праздник для России. И мы к этому приурочили еще митинг здесь в поддержку специальной операции в Российской Федерации. И сами вы все видите, мы одну акцию провели на стадионе, сегодня это вторая акция. Мы полностью поддерживаем Российскую Федерацию, мы с Россией, мы за мир. Концерт был организован при поддержке администрации города Сухум. Алина Халваш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Храни вас Господь! Храни вас всех Господь!
Введенные в отношении России санкции не могут не отразиться на поставках импортных лекарственных препаратов, так как в Абхазию в основном медикаменты доставляются из Российской Федерации. Местные жители боятся дефицита лекарств и встревожены ростом цен. Есть ли основания для беспокойства? Наша съемочная группа побывала в некоторых столичных аптеках. Репортаж Шазина Ханагуа. Первый объект, который мы посетили – аптека-лекарь. Фармацевт Илона Павлева рассказала, что на протяжении недели в аптеке нет препаратов для лечения щитовидной железы и сахарного диабета. Кроме того, наблюдается повышение цен на отдельные виды лекарств. Элементарные даже утирокс, эльтироксин. У нас их нету. Цены поднялись на некоторые препараты. У поставщиков поднимаются цены, и также у нас, естественно, поднимаются цены. Не на все препараты, но плавно поднимаются, к сожалению. У нас на старые препараты цены не поднялись. У нас вот остатки, то, что у нас были, мы по старым ценам продаем, и у нас достаточно. Нам на базах отказывают. И когда они будут? Не могут, они не говорят. В некоторых аптеках говорить на камеру отказались, но в личной беседе рассказали, что не все препараты имеются в продаже. В основном это одни и те же лекарства. В аптеках города практически нет препарата эутирокс – искусственного заменителя гормона щитовидной железы. По словам фармацевтов, на базе этих препаратов нет. В республику лекарства в основном доставляют из Российской Федерации. По словам генерального директора РУП «Абхазфармация» Рустама Адлиба, повода для паники пока нет. Медикаменты в санкционный список не попали. Единственное, нарушены кое-какие логистические цепочки, но руководство Российской Федерации этим занимается. То есть на сегодняшний день дефицита такого глобального какого-то нет. Мы тоже, Российская Федерация, в ограничительные меры Абхазию не включила. То есть поставки медикаментов идут в штатном режиме. Что касается дефицита, отдельные позиции, да, высвечивают красным. Но за последние годы на фоне этой пандемии, да и ранее, это, в принципе, уже, как говорится, для нас привычное дело, что те или иные позиции могут пропадать на рынке. Но обычно эта ситуация решается. Мы тоже занимаемся, есть альтернативные какие-то каналы. Постараемся, в ближайшее время, чтобы эти вопросы были решены. Рустам Адлиба также добавил, что у поставщиков наблюдается повышение цен на лекарственные препараты до 20%. Учитывая всю ситуацию, учитывая то, что валюта тоже скакнула немного, так что это, в принципе, объяснимая ситуация, объяснимая картина. На сегодняшний день в аптеках пока цены чаще всего старые, еще не все в аптеках не отражены этот скачок, но новые поставки, определенный рост цен дадут. На уровне пока 20%, я думаю, это пока еще не критично. Рустам Адлиба также отметил, что часть медикаментов, которые трудно достать в России, возможно, будет закупить в Турции. У нас пока с Турцией небольшие товарообороты, но определенные позиции, которые попадают в дефицит и что нельзя приобрести в Российской Федерации, находим возможности и оттуда тоже привозим. Так что, в принципе, такая лазеечка у нас есть. Как нам сообщили в Абхазфармации, в столичных аптеках острого дефицита лекарств пока не наблюдается. Причина отсутствия некоторых из них – большой спрос и дефицит в России прямого поставщика в Абхазию. Шазина Ханагуа, Сария Кварасхеля, Алексей Баструков, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В торгово-промышленной палате Абхазии исполнилось 20 лет. В Сухуме прошел торжественный вечер, посвященный юбилейной дате. В рамках мероприятия члены палаты и коллеги ТПП были награждены специальными медалями. Репортаж Эсмы Гуланце. Вот уже 20 лет ТПП Абхазии занимает достойную нишу в национальной экономике. Палата добилась заслуженного авторитета в предпринимательском сообществе и является своего рода мостом между бизнесом и государством. Торжественное мероприятие в честь юбилейной даты прошло в теплой праздничной атмосфере. Юбилей палаты выпал на непростое, но очень сложное для истории время, связанное с пандемией, со всеми процессами, которые сегодня происходят на международной арене. Они не могут не отражаться на нашем с вами настроении, на тех взаимоотношениях, которые сегодня существуют с нашими зарубежными коллегами. В то же время за 20 лет, наверное, у палаты накоплен свой определенный опыт. Информационный, в то же время образовательные, юридические услуги, организация мероприятий.
Это и продвижение имиджа самой организации, это и продвижение продукции на внешние рынки. Я искренне благодарю всех, в то же время и руководство нашей страны, коллектив торгово-промышленной палаты, членов правления за то, что вы на протяжении всех этих лет в первую очередь доверяете нам, сотрудничаете с нами, поддерживаете нас. Ни один праздник не обходится без наград. За многолетний вклад в становление и развитие палаты медалями ТПП с золочением были награждены члены правления. За сотрудничество и вклад в экономическое развитие Абхазии медали с золочением и серебряные медали получили почетные члены ТПП. Грамотами и денежными призами были отмечены многие коллеги палаты. Сложно сейчас работать, но тем не менее они, работники палаты, делают все, что в их силах. Ну вот сегодня, я вам скажу откровенно, мне не хватает тут одного человека, организатора этой палаты, Геннадия Леонидовича. Это мощного организатора, талантливого человека. Ну, дело его продолжается. Это замечательно. Коллектива хотели бы поздравить их, пожелать благополучия, стабильности и реализации всех намеченных планов торгово-промышленной палаты. Со своей стороны благодарим за сотрудничество. Мы сотрудничаем уже 20 лет с первого момента, как открылась торгово-промышленная палата. Из антиковидных мер на юбилей были приглашены не все члены палаты, которых больше 300 человек, а лишь те, с кем ТПП сотрудничает более 10 лет. Мы сотрудничаем уже со дня основания, собственно, торгово-промышленной палаты, это 2002 год. С того момента мы и сотрудничаем. На самом деле, что мы можем сказать? За все это время, за все эти 20 лет испытывали постоянное внимание со стороны торгово-промышленной палаты. Естественно, в любых вопросах. Это касается разного рода внешнеэкономических контактов, разного рода содействию внешнеэкономическим проектам и так далее и тому подобное. Всегда получали от палаты значительную поддержку. Торгово-промышленная палата была создана в 2002 году указом президента Владислава Ардзинба. На этапе ее становления экономика Абхазии была подорвана длительной блокадой. Желание вывести национальную экономику на достойный уровень стало главной целью палаты. Сегодня ТПП успешно продолжает традиции, заложенные Геннадием Гагулием. Основное направление ее деятельности – повышение экономической активности и роста рентабельности малого и среднего бизнеса в республике. Несмотря на пройденное и достигнутое, впереди еще много планов и полезных дел. Эсма Голандзе, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента ТПП Тамилу Мирцхулава и весь коллектив с 20-летием создания. Вы продвигаете интересы абхазских предпринимателей, позитивный имидж нашей страны за рубежом и создаете благоприятные условия для формирования делового климата. Сегодня вы успешно продолжаете те традиции, которые были заложены основателем, первым президентом ТПП Геннадием Леонидовичем Гагулия, говорится в поздравлении. Аслан Бжаня подчеркнул, что деятельность ТПП очень важна для страны, и что успехи и достижения организации и невозможны без слаженной работы профессиональной команды, которая по-настоящему предана своему делу. Аслан Бжаня пожелал всему коллективу ТПП реализации всех намеченных планов и процветания. С 20-летием со дня основания президента ТПП и сотрудников поздравил спикер Народного собрания Валерий Кварча. Спикер парламента пожелал коллективу торгово-промышленной палаты здоровья, благополучия и успехов в решении поставленных задач. Руководство и сотрудников ТПП с юбилейной датой поздравил и премьер-министр. Александр Ангваб отметил, что под эгидой ТПП объединены многие успешные и активно развивающиеся предприятия различных форм собственности, в их числе и те, кто делает только первые шаги. Общей целью должно стать формирование социально ответственного бизнес-сообщества страны, активное освоение внешних рынков. Деятельность палаты должна служить основой плодотворного взаимодействия органов власти и субъектов экономической деятельности. Это необходимо для оперативного принятия оптимальных решений в целях развития экономики Абхазии, говорится в поздравительном адресе. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес ТПП Абхазии. Желаем руководству и коллективу торгово-промышленной палаты неиссякаемой энергии и успехов в достижении поставленных целей.
Продолжаем выпуск. Состоялась расширенная коллегия Государственного таможенного комитета, на которой были подведены итоги работы за 2021 год и намечен план мероприятий на 2022. На заседании коллегии присутствовали вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов, транспортный прокурор Абхазии Олег Жиба. Все подробности в репортаже Алики Трапш. Кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в 2021 году, безусловно, отразился и на работе таможенных органов. Но, несмотря на все сложности, должностные лица таможенного комитета продолжали выполнять возложенные на них функции, отметил, открывая коллегию, председатель ГТК Отар Хеция. В 2021 году таможенным комитетом была продолжена работа по укреплению международного таможенного сотрудничества. Основные усилия в рамках отчетного периода были направлены на реализацию пунктов программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. В 2021 году в бюджет республики начислено таможенных платежей на сумму 2 миллиарда 732 миллиона рублей, что в сравнении с предыдущим годом больше на 836 миллионов. Плановый показатель выполнен на 127%. Платежи, взимаемые при импорте товаров в республику, составили 2 миллиарда 655 миллионов рублей, что составляет 98% от общего объема начисленных таможенных платежей в 2021 году. Основная причина роста взысканных платежей от импорта товаров – рост объемов налогооблагаемого импорта таких товаров, как горюче-смазочные материалы, подакцизные товары, машины, оборудование и механизмы. Платежи, взысканные при экспорте товаров из республики, составили 78,5 миллионов рублей. Объем внешней торговли Республики Абхазия за 2021 год составил 35 миллиардов 924 миллиона рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года больше на 9 миллиардов 369 миллионов. То есть рост составляет 36%, а если сравнивать с 2019 годом, то рост наблюдается 38%. От общего объема внешней торговли импорт составил 29 миллиардов 864 миллиона рублей, темп роста 151%, экспорт составил 6 миллиардов 60 миллионов рублей, то есть здесь происходит спад на 11%. За отчетный период наблюдалось повышение уровня администрирования таможенных платежей, показатели которых по их начислению выше значения аналогичного периода 2020 года. Объем внешнеторгового оборота в прошлом году составил 35 миллиардов 924 миллиона рублей, что более чем на 9 миллиардов больше показателей 2020 года. В отчетном периоде участники внешнеэкономической деятельности, аналогично с прошлым годом, активно использовали процедуру периодического таможенного декларирования. Так, данная процедура была применена в отношении свыше 7 тысяч тонн экспортированных цитрусовых плодов, что составило порядка 34% от общего числа вывезенной сельскохозяйственной продукции за 2021 год. С подробными отчетами о проделанной работе за 2021 год выступили и другие начальники отделов Государственного таможенного комитета. Подводя итоги коллегии, первый вице-премьер-министр финансов Владимир Делба отметил, что показатели 2021 года и показатели текущего периода ярко демонстрируют о намеченных благоприятных предпосылках тенденцию увеличения поступлений таможенных платежей в республиканский бюджет. В середине года стало наблюдаться поступления, превышающие квартальные задания. И тогда по согласованию с таможенным комитетом в бюджет были внесены изменения, увеличивающие доходы, плановые, я имею в виду, показатели по администрированию таможенных платежей на 178 миллионов рублей. И с этим заданием успешно справились вы. Вот за что я хочу выразить вам признательность. Это особая такая история, над которой стоит очень хорошо подумать, и ее нельзя забывать. Это те аспекты, которые позволили нам много чего в стране в 2021 году сделать за счет вот этих дополнительных доходов. Представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов поблагодарил абхазских коллег за совместную плодотворную работу и взаимодействие в сфере таможенного сотрудничества. Важнейший вопрос подготовки кодекса к межведомственному, а потом и внутригосударственному согласованию. И в этом вопросе мы движемся согласно плана. Сложнейшая
кропотливейшая работа целого коллектива, группы, которая является интеллектуальной элитой двух систем таможенных органов Абхазии и Российской Федерации. Работа серьезнейшая по адаптации терминологии, правоприменение целых глав и статей к действующему законодательству Республики Абхазия. И в этой работе, являющейся составной частью процесса гармонизации законодательства, вы показали себя истинными профессионалами. По итогам коллегии, работа Государственного таможенного комитета за 2021 год признана удовлетворительной. В рамках заседания коллегии был утвержден и план работы на 2022 год. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Презентация проекта молодежного парламента при Народном собрании прошла в Сухуми. Инициаторами создания такого законодательного органа выступила группа молодых людей. Одна из основных идей – это подготовка кадрового резерва для Народного собрания. Эсма Джигирба расскажет подробности. Проект молодежного парламента является полностью независимым. Он не принадлежит никаким политическим группам и не преследует личностных интересов. Это воля неравнодушной молодежи. Так презентовали авторы свой проект. Основные его цели – правовое воспитание, формирование нравственных ориентиров, содействие деятельности Народного собрания в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. Мы создали такую структурную часть молодежного парламента, альтернативы которой нету нигде в мире. Чтобы вы понимали, мы не просто сюда пришли, мы до этого связывались с молодежными парламентами других стран, других республик. Мы изучали их структуру, мы изучали то, как они работают, какие плюсы там есть, какие минусы. Проработав это все, мы подготовили проект, который подойдет именно Абхазии. Согласно положению молодежного парламента, который предлагают авторы проекта, это постоянно действующая общественная консультативно-совещательная организация при Народном собрании. Участие в формировании и реализации государственной молодежной политики, популяризации абхазского языка, формирование политкультуры и правового воспитания, поддержка созидательной и гражданской активности, выявление социально активных молодых людей, потенциальных и уже состоявшихся лидеров и обеспечение их дальнейшего становления и роста. Таковы основные задачи молодежного парламента. Как будет проходить взаимодействие данного органа с Народным собранием? Это прежде всего участие молодежи в заседаниях комитетов и сессий. По замыслу авторов молодежный парламент будет состоять из 25 депутатов, которые будут представлены 2 кандидатами от каждого района, по 3 представителя от города Сухуми образовательных учреждений и 5 от общественных организаций и политических партий. Стоит отметить, что при формировании данного парламента молодежь исключила прямые выборы. Они решили сформировать избирательную комиссию из 5 представителей от законодательной и исполнительной ветвей власти и от общественной палаты. По мнению инициативной группы, они отдали должное связи поколениям между прошлыми, нынешними и будущими политиками. Главный вопрос, который может возникнуть при создании, формировании деятельности молодежного парламента, это зачем нам нужен еще один представительный орган в государстве, тем более в котором будут находиться исключительно молодые граждане. Этот вопрос логический, и он справедливый. На него вы можете услышать такой ответ. Исходя из многолетней практики, которая проходит на территории нашей страны, кандидаты, которые выдвигают свои кандидатуры в представительные органы, не всегда отвечают тем требованиям, тем качествам и критериям, которые необходимы для полноценного функционирования наших представительных органов. Именно поэтому мы хотим создать такую площадку, которая бы включила в себя возможность формирования таких политиков, которые бы отвечали всем тем требованиям, которые нам необходимы. Авторы планируют запустить проект в следующем году с 7-м созывом Народного собрания. А пока ведутся консультации с юристами на предмет придания организации законного характера. Присутствовавшие на презентации общественные и политические деятели положительно восприняли создание подобного молодежного органа и пожелали молодым людям успеха в работе. Главная мысль, прозвучавшая на встрече, что лучшая инвестиция – это инвестиция в молодежь. А по словам авторов проекта, они готовы развиваться и быть полезными своей стране. Эсма Джигирба, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.
В учебном центре МВД Абхазии завершилась зачетно-экзаменационная сессия. Курсанты показали полученные знания по истории государства и права Конституции, криминалистике, уголовному процессу и оперативно-розыскной деятельности. Завершилась зачетная экзаменационная сессия в учебном центре Министерства внутренних дел Абхазии. Курсанты показали полученные базовые знания по истории государства и права, Конституции Республики Абхазия, криминалистике, уголовному процессу и оперативно-розыскной деятельности. К обучению нового поколения сотрудников милиции в специализированном центре подходят со всей ответственностью и строгостью. У нас работают специалисты с большим стажем практической работы. Это люди, работающие в органах внутренних дел, в органах прокуратуры, минимум от 10 лет. Есть сотрудники, имеющие стаж до 40 лет практической работы. И вот теоретические знания, закрепляемые преподавателем с учетом своей практики, дают соответствующие результаты. Мы готовим курсантов хорошего уровня, которые не подведут при несении службы в органах внутренних дел в дальнейшем. За срок обучения курсанты в обязательном порядке проходят в полном объеме физическую, строевую и боевую подготовку. В соответствии с учебным планом уже с первого курса помимо теоретических знаний и мер безопасности проводятся занятия по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из штатного стрелкового оружия. Немаловажно, что казарменный режим и строгий внутренний распорядок учебного центра положительно влияет на уровень дисциплины и, как следствие, на успеваемость. Нельзя не отметить, что курсанты достаточно серьезно относятся к учебе. Приложив максимум усилий, получив специальное образование, у будущих сотрудников милиции есть все возможности достичь профессионального уровня в службе. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 19 и 20 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами снег разной интенсивности, туман в предгорьях и горах, снег. Температура воздуха ночью минус 1,3, днем 1,6 градусов, температура морской воды 8 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.